Всем добрый день, с вами Зада. Сегодня будем готовить котлеты по-киевски. Готовятся они очень легко и просто, из самых обычных ингредиентов. А получаются очень сочными, необычными и очень вкусными. Итак, для начала приготовим начинку. Это у нас сливочное масло размягченное, укроп мелко нарезанный, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешаем, чтобы соль немножечко растворилась и все продукты смешались. Далее мы нашу массу положим в мешочек, вот так, и сформируем жгутик. Вот. Можно в пищевую пленку завернуть, либо в мешочек. Вот такую колбасочку сформировали, завернули и отправляем минут на 5-10 в морозильник, чтобы наша начинка застыла. Далее уже подготовленное филе разрезаем вдоль аккуратненько, раскрываем филе вот так. Убираем все лишние пленки, лишние вот эти небольшие кусочки срезаем. И таким образом подготавливаем все филе. Дальше накрываем филе пищевой пленкой и отбиваем. Вот, не прям сильно тонко, но примерно по 0,5 сантиметров. Дальше готовим сухую смесь из соли, черного красного перца и сухого чеснока. И вот каждое филе с двух сторон вот так вот обсыпаем и прям намазываем. Вот все филе мы подготовили. И дальше оставляем в стороночке минут на 5-10. А тем временем займемся другими ингредиентами. Яйца разбиваем в небольшую миску, солим и взболтаем слегка. Панировочные сухари в отдельной посуде и муку. Вот, достаем нашу начинку с морозильника и делим на порционные кусочки. Дальше берем филе, выкладываем на него нашу начинку и плотно заворачиваем. Вот так. И формируем нашу котлетку. Вот таким образом. Вот берем филе, выкладываем начинку на него. И дальше плотно заворачивая, формируем котлетку. И так сформируем все котлетки. Дальше берем котлету, обваляем хорошенечко в муке. Дальше в яйцах. И в последнюю очередь в панировочных сухарях. Вот, прижимая со всех сторон. Вот так вот. Чтобы сухарики прям хорошо прилепились. Далее наши заготовочки выкладываем на досточку и отправляем в морозильную камеру на 5-10 минут, чтобы они схватились. Дальше разогреваем сковороду, наливаем масло уже на глаз. И дальше достаем наши котлеты с морозильника и обжариваем со всех сторон на сильном огне до румяности. Вот так, как на видео. Вот, знаете, вот сбоку у меня не прожарились, и я вот сбоку тоже прожариваю. В это время у нас духовка должна быть уже разогретой на 200 градусов. Вот как только пожарим наши котлеты, отправляем уже заранее в разогретую духовку.
на 10-15 минут. Пока котлеты наши в духовке, мы приготовим соус тартар. Для этого соленые огурчики или корнишоны нарезаем очень мелкими кубиками. Также несколько веточек укропа. Берем чеснок, соль, перец по вкусу, лимонный сок и жирную сметану желательно. Все хорошенечко размешали, и соус наш готов. Котлеты по-киевски я подала своим с картофельным пюре и соусом тартар. Я так готовлю в своей семье. Попробуйте и вы воспользоваться моим рецептом и приготовить своим родным. Я буду рада, если вы поделитесь в комментариях, как у вас получилось. Это действительно очень вкусно. Всем приятного аппетита!